Начало производства титанового коагулянта в Ухте – важнейшее событие для отечественной промышленности. Такое мнение глава Коми озвучил во время церемонии открытия в поселке Нижний Доманик под Ухтой производства высокотехнологичного реагента для глубокой очистки воды. Новый цех стал для предприятия вторым после введенного в 2011 году производства по обогащению нефтетитановой руды. За это время инновационное вещество прошло технологические и лабораторные испытания в нескольких городах Коми и даже в странах Европы. Максим Васильев сообщит подробности. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Этого события и нефтяники, и региональные власти ждали без малого 4 года. Если раньше это было скорее лаборатория по изучению перспективного химического соединения, то сегодня уже полноценная фабрика со своей добычей нефтетитановой руды, ее обогащением и цехом производства коагулянта, а значит и новыми налогами в республиканскую казну. Это инновационное производство. Мы всегда говорили, что мы стремимся диверсифицировать экономику республики, добиваться того, чтобы у нас на территории республики возникали предприятия, занимающиеся глубокой переработкой. И вот этот пример, такой проект, который успешно на сегодняшний день реализован. Это важно и с точки зрения и увеличения налоговой базы, создания рабочих мест для жителей республики. То есть во всех смыслах этого слова вот проект не просто важен, уникален, и мы, конечно, его поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать. 150 миллионов долларов инвестиций, годы клинических испытаний и, наконец, выход на промышленное производство. Вернее, опытно-промышленное, как осторожно называют его сегодня сами нефтяники. Титановый коагулянт – тема, которую модно отождествлять с пресловутым импортозамещением. Не секрет, что система очистки воды города России на 90% покупают за рубежом. Наше решение уникальное и неповторимое. Вице-президент главного нефтяного гиганта страны Леонид Федун буквально на пальцах объяснил, почему. Тот продукт, который мы сделали, его невозможно подделать, поскольку он является продуктом недр земли Коми. Это сочетание титана, это сочетание нефти, это сочетание кремния, который здесь находится. Сегодня проблема чистой воды – это проблема номер один. Это не проблема энергии. Сегодня проблемы для вас это сложно понять, но вот для наших иорданских друзей, для, скажем, Саудовской Аравии, вообще-то для Африки, проблема чистой воды – это проблема номер один. И мы сегодня готовы предоставить площадку, которая позволяет решить эту проблему. Она может очищать морскую воду, она может очищать радиоактивную воду, она может очищать воду промышленных стоков. И сегодня, собственно говоря, вот мы сегодня делали шаг в будущее. Технологии будущего генеральный директор компании Елена Дмитриева разобрала буквально по косточкам. Где, когда и как вступают в дело унции титанового коагулянта. Магия очистки воды гостей заворожила. Они еще долго следили за крутящимися колбами. Титановый коагулянт – это соединение алюминия с титаном с уникальными дезинфицирующими свойствами. Его производят как в порошках, так и в брикетах. Причем производство экономичное, экологичное и технологичное всех существующих ныне аналогов. Новые рабочие места на фабрике – еще один существенный плюс. Причем привозить специалистов из других регионов России здесь вовсе не намерены. Решено готовить своих. 90%, даже 95% кадров предприятия – это местные кадры. Вот когда мы были с вами на обогатительной фабрике, я говорила о том, что мы переучиваем кадры. У нас есть центр профессиональной переподготовки, поэтому кадры вообще все местные. У нас всего 2 приезжих ЭТР, остальные кадры местные. Мы сотрудничаем с Ухтинским университетом и с Сыктывкарским университетом, тем более, что в Ухтинском университете есть факультет водоподготовки. Востребованность дезинфицирующего порошка сегодня запредельная. В промышленных масштабах титановый коагулянт готов закупать Ближний Восток. Спрос на внутрироссийском рынке поддерживают наши нефтяные компании. Что уж говорить о горводоканалах, на которых, кстати, новое чистящее средство уже успешно испытали. Максим Васильев, Олег Костромин, телеканал Юрган, Ухтинский район.